Медиахолдинг «Ямал Медиа» выпустил серию документальных фильмов, рассказывающих об быте и образе жизни ижемцев-оленеводов. К слову, в Ямало-Ненецком автономном округе проживает около 6 тысяч коми. Ижемцы пришли на эти земли еще в 19 веке в поисках пастбищ для оленей. Многие из них до сих пор говорят на родном языке, носят национальную одежду и ведут традиционный образ жизни. Как вдали от дома нашим землякам удается не забывать о своих корнях, выяснил Павел Королев. Коми-зыряне или просто коми – один из древнейших народов России. Его история уходит корнями во времена неолита, а это около 2000 лет до нашей эры. Терентьевы, Рочевы, Каневы – ижемские фамилии можно услышать не только на территории нашей республики, но и в соседних Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а еще в Мурманской и Тюменской областях. Вдали от дома ижемцы преимущественно занимаются оленеводством, поэтому у них очень богатая кочующая история, и вся их жизнь тесно связана с этими обитателями тундры. Оленеводы разбивают стадо на группы, чтобы сделать прививки, проклеймить уши животных так называемыми родовыми пасами, а еще спилить рога. Для непосвященных все это выглядит немного шокирующе. Однако, если не сделать эту процедуру, самцы устроят настоящие гладиаторские бои, и тогда жертв точно не избежать. Поэтому лучше пускай потерпят. Правда, есть в этом и шкурный интерес. Как оказалось, китайцы называют рога северного оленя настоящим эликсиром молодости. В основном покупают китайские производители. Из этого сырья делают лекарства. Потом этими лекарствами пользуется весь мир, в том числе и россияне. Помимо выпаса рогатых, у оленевода много и других забот. Например, нарубить живительной влаги. Ведь, как оказывается, снег используется для бытовых нужд, а чай готовят изо льда, который добывают из ближайшего озера. Несколько таких мешков в семье вполне хватит на неделю. Ну а вечером, когда основная работа уже выполнена, можно и немного повеселиться. И, конечно, никак не ожидаешь увидеть в тундре подобный турнир. Любимая игра коми-оленеводов – Чиган Ворсан. Городки. Когда-то в нее играла вся сельская молодежь. Теперь осталось в глубокой памяти. А вот оленеводы в городки играют до сих пор. Конечно, многое в хозяйстве держится на представительницах прекрасного пола. У оленеводов даже есть такое выражение, мол, у наших женщин 40 профессий. Помимо воспитания детей, им необходимо в любую погоду собрать и разобрать чум, уметь шить прочные малицы, управлять оленей упряжкой и, конечно же, хранить домашний очаг. К слову, в плане кулинарных предпочтений ижемцы привили коми-национальную кухню и другим северным народам. Не раз слышал от разных народов рассказы, что в детстве любили ходить в гости к коми-бабушкам, полакомиться вкусными шаньками с начинкой из местных ягод. Но ижемцы привнесли в жизнь других северных народов не только предпочтения в еде, но и свою культуру и даже язык. Также немцы и ханты знают зырянский язык, язык межнационального общения. До 70-х, 80-х годов на коми-языке многие говорили, многие общались, и немцы, и ханты, даже между собой. Помимо Коми-республики, ижемцы проживают еще в 5 субъектах России. Но только в Ямало-Ненецком округе они сохранили ижемский диалект в первозданном виде. Но что же помогает им сохранять родную речь вдали от дома? Ижемцы бережно относятся к своей культуре, носят национальную одежду, говорят на родном языке и устраивают фестивали и конкурсы. Например, раз в 2 года проводится межрегиональный фестиваль «Чужан-Войтер» – «Родные люди». На него приезжают коми со всего севера. Это возможность встретиться и пообщаться одной большой семьей, а некоторые даже находят здесь своих дальних родственников. Также сохранению уникального народа помогают и специальные общественные движения. А еще 29 марта в Ямало-Ненецком округе отмечают День коми-ижеватас. Вот так коми-ижемцам вдали от исторической родины удается гармонично сосуществовать с другими народами, при этом не забывая о родных корнях. Павел Королев, телеканал Юрган.